Знакомьтесь, трудовая педагогическая династия Сивцевых. Каждый второй в этой семье выбрал профессию учителя. А началось все в 20-х годах прошлого столетия со встречи якутского поэта Ефрема Степановича Таллана-Бюре и его музы Марфы Николаевны в девичестве Харитоновой. Моя мама Марфа Николаевна Харитонова, родом из Улусы, Намского Улуса раньше была. Родилась у Николая Дмитриевича. Николай Дмитриевич был очень большим, где-то 1,90 м человек, и не знал себе равных по борьбе и по хапсагаю, и по перетягиванию палки в Хангаласском Улусе. Был очень хорошим певцом, волонхосутом и рассказчиком. Его ждали во всех деревнях, чтобы дедушка наш спел и рассказал сказки. Про него говорили, что у него голос очень хорошо поставленный, и развивается он с каждой песней, каждым глубоким вдохом у него прибавляются еще песни. Во время войны переехал в Тикси рыбаком, бабушку увез туда. Потом вернулись сюда, и мать закончила школу. 4 класс закончила. Илья Егорович Винокуров, это наш родственник. Встретил ее здесь. Она не нашла работу. Она зашла к нему в обком партии. Он нашел ей работу машинисткой. На выходные она бежала в Намцы пешком. В то время машин не было, она пешком ходила. Это 83 километра с Якутска в Намцы. Потом встретилась с отцом. Отец тогда учился, называлась Советская партийная школа. Знакомились. Потом отец по вызову Ильи Егоровича Винокурова поехал в Тикси, организовал 2 партизанских отряда. В то время там разбушевались бандиты. Сражался с этими бандитами. Однажды попал в засаду, прыгнул с горы. С этого времени у него Гриша была. И отправили его директорствовать в Учинское педучилище. Там он начал писать. У него появились первые стихи в 30-х годах. Был первым комсомольцем в Намцах, пионерский отряд. Он возглавлял, тоже организовывал там. Потом отец уехал в Чурапчу, и мать мою отобрал Ганенкина. Увез ее, вернул медвежью шубу и увез до Чурапчи на лошадях. Вот так они женились, и появилась Айталыко. Да, это Эльвира Петровна была, старшая наша. Айталыко появился второй, потом еще сын был, Таллан, но он умер в детстве. 11 раз рожала, и осталось нас только из этих 7. Работала учителем начальных классов, потом заболела и стала воспитателем интерната. В Хатрыке, в Петюнцах, в Намцах. Когда она выходила из больницы, у нее туберкулез был. Она долго лежала в больнице, выходила из больницы, воспитывала нас, присматривала за нами. Была очень-очень чистоплотная. 7 детей, ни один не заболел туберкулезом. Наша мама была очень добрая, никогда не ругала. Отец у нас строгий был. Когда мы в кино идем, спрашиваю у мамы, мы сегодня пойдем в кино? Спрашивайте у отца. А мы дрожим даже. И стоим, а он пишет что-то, работает. Стоим просто прям так. А потом спрашиваю, папа, а он говорит, нет, сегодня не пойдете. А мы в кровати лежим и плачем. А потом 5-10 минут осталось, и он говорит, идите. И мы бегом идем в кино смотреть. Очень интересно было общаться с Марфой Николаевной. Мы всегда назвали мама и папа. Они были очень такие тоже незаурядные, много не говорили, они как-то немногословные были. Я в свое время подражала почерк Марфы Николаевны, когда переписывала стихи нашего дедушки, да, папы Ефрема Степановича, и как-то вот почерк у нее очень такой каллиграфически красивый был, и я тоже тоже немножко не отставала, поэтому вот так я переписывала стихи, когда вот книги выпускали, да, в 1979 году, ему исполнилось 70 лет.
дедушке нашему. Средняя дочь Софья, как и мама, более 2 десятков лет проработала воспитателем сначала в детском саду, а потом в детском доме. Сын Илья, как и отец, стал мастером искусства слова. Илья Ефремович – известный журналист, блестящий публицист. Долгое время возглавлял литературное объединение. Под его редакцией вышел 3-томник «Книга памяти» о подвигах воинов из Намского улуса в Великой Отечественной войне. Супругой воспитали 3 детей – дочь, зять, жена старшего сына, все учителя. А старший сын, Тит Ефремович, после окончания университета стал преподавать историю. После службы в морфлоте был во Вьетнаме, воевал. За 63-67 годы высаживали десанты, поддерживали огнем высадку десанта. Потом, после этого, я переехал сюда и поступил в университет. Историческое отделение, историком стал. Поехали, работали. Мама сначала была с нами все время, жила у нас. Когда у меня родился старший сын Таллан по имени дедушки моего отца, полетел с нами в Сантаре. Год прожили, год проработали. Отец не хотел отпускать нас, он оттуда забрал. Приехал, прилетел туда, забрал внука Таллана. Говорит, если хотите за внуком, переезжайте в Намцы. Нас всех собрал в Намцах. Всех своих детей собрал в Намцах. И вот я 10 лет директорствовал в школах, работал учителем. Потом в линию партии пошел в типографию, намскую типографию, работал директором типографии. И оттуда меня сюда забрал Михальчук Илья Филиппович замом. Когда избрался мэром, попросил, чтобы я стал вместо него директором Сахаполиграфиздата. 8 лет я директорствовал в Сахаполиграфиздате, заведовал всеми типографиями, всеми редакциями республики. Супруга Тита Ефремовича, Надежда Семеновна, долгое время работала учительницей русского языка и литературы. В последние годы жизни занимала пост заместителя министра образования. Ее педагогический стаж насчитывает 37 лет. Вместе с Титом Ефремовичем воспитали 3 сыновей. Невестки были. Это Надежда Семеновна, жена Тита Ефремовича. Она работала и образование замминистра, и в комитете по делам семьи и детства. Она видный общественный деятель была, хороший человек. И Лидия Ивановна, жена 3-го Ильи Ефремовича. Сивцевы, они такие очень интересные люди, все творческие. Он работал, по-моему, наверняка имел только одну запись. Ответственный секретарь улусной газеты «Энгсели». Самое главное, семейные традиции, семейные ценности в этой семье Сивцевых. Очень много студентов, много выпускников, все работают. Ну, я думаю, трудовая династия наша честью наверняка продолжается. Вторая дочка Сивцевых, Айталы Куо, ласковая и нежная, как мама. У родителей стала первой помощницей по дому. Нянчилась с младшими братьями и сестрами. Эльвира, это старшая дочь, она болела, поэтому все время я и с папой на охоту ходила, на рыбалку ходила, и сенокос. Все, и мама, и я, и папа. Потом появилась одна корова, только Хрущев, только одну корову разрешил. Свинья тоже одну только. Вот тогда мы это хорошо и питались. Все же. В субботу, воскресенье мы все пельмени стряпали, пирожки стряпали, оладьи стряпали. И все вкусно так было. У нас огород был, картошку садили. Не было ни коровы, ничего. Папа районо работал. Мы как хотели. Если 10 классов кончил, все, голова у вас есть сами. В то время колхозники же были. После 10 класса с подругами, у них паспортов ничего нету, хотели учиться здесь в городе. И с 2 подругами они убежали с дома. В Илюйский училище хотели просто поехать. Председатель колхоза, когда они ушли пешком, догнал их на лошади и обратно вернул.
Вот такое было. А меня говорит, ты служащая дочка, поэтому можешь идти, поехать. А те подруги А тогда мама самую последнюю Настеньку родила. А что-то она уже 45 лет боялась, всю ночь плакала, поэтому я не поехала. Мама жалко было. 2 года в колхозе работала. Счетчиком. Счетчиком. Потом я масло. в медучилище поступила, в Намском больнице, медсестрой работала. Самая младшая дочка, Анастасия, тоже пошла по стопам родителей. Большую часть трудовой деятельности преподавала русский язык и литературу в Едейской школе, потом в Битюмской. Успела поработать завучем по воспитательной работе в Жиганской школе. Затем трудилась старшим специалистом в отделе воспитательной работы в Министерстве образования Якутии. Воспитывать своих детей и школьников всегда помогали советы мамы. Она говорила, когда вы рожаете детей, дети – это маленькие существа, поэтому никогда не делайте так, чтобы они плакали. У меня дети никогда не плакали. Правда, что она воспитывала всех моих 3 детей. Я с мужем и с детьми постоянно жили с ними до последних их дней. И она говорила, что никогда не надо разговаривать с детьми, как бы принижая их, да? Наравне с ними надо разговаривать. В моей семье дети были маленькие, мы постоянно ездили на природу, мы очень любим природу. Отец меня приучил, мы каждый вечер с ним выходили на улицу, смотрели на звезды, он меня учил различать там, что летит спутник, там какая-то звезда падает, да, и мы ходили в лес очень много. Мама готовила очень хорошо, поэтому и она меня держала при себе все время, поэтому вот все это мои блюда. Я сам все готовлю. Мама научила. Мы начали есть грибы. Тогда колхозники тоже грибы вообще не ели. Мы ели. И вся деревня научилась у нас есть грибы. Потом они у нас приходят и ой, как вкусно, говорят. Потом они сами тоже Суп из научились. грибов, жаркое И смя. у нас это картошка. Все время картошка. Картошку много копали. Большой огород у нас и сейчас стоит. 100 мешков собирали. Раздавали своим родственникам. Лещев и все народные художники, это брат им давали. Он своим друзьям, писателям. По одному, по 2 мешка. Когда не продавали где-то. У нее, мне кажется, что текла какая-то русская кровь. Задатки у нее были, да, потому что впервые она собирала грибы, ваннами собирали грибы, мы это все чистили. Собирала красную смородину, готовили. Постоянно собирали бруснику, черную смородину, клюкву. И из всего этого она постоянно делала нам морсы. Очень вкусные пирожки у нее были. Она меня научила по ее рецепту. Я сейчас делаю пирожки, готовлю. У нее свой особенный рецепт был. Старшая дочь Марфы Николаевны, Эльвира Петровна, свой трудовой путь тоже начинала в школе, была пионер-вожатой. Вместе с супругом Алексеем Алексеевичем в своей семье они создали такую же атмосферу доброжелательности и гармонии, как и в родительском доме. Мы с Эльвирой Петровной родили 4 детей. Все образованные, семейные, подарили мне даже правнуков. Марфа Николаевна и Ефрем Степанович были для меня как отец и мать. Я же был сиротой. Отец – участник гражданской войны и Великой Отечественной. В 1942 году отца призвали под Смоленском, его ранили. Вернулся инвалидом 1-й группы, без руки. Нас 7 детей было. Мама рано умерла. Отец тоже вскоре после войны умер.
Поэтому мы все дети воспитывались по разным детдомам. интернатный торган халбыпыт. Нюрбе интернат чыркыган, онна yerinin onu skulağı bitiren Коракка. После Нюрбинского интерната приехал в Якутск поступать, но в августе уже призвался в армию. 3 года служил. Ömeren armiya sunuz bolavutun hissu. Adın armiyetten gelen maranı elbiri bitirinalı. После армии поженились с Эльвирой Петровной. Она тогда работала секретарем в нарсуде. Sekreterine üleliği hücrete. Затем поехал учиться в Алданский горный техникум. Anton aldığında gorna çeksekum bitiren maran elbiri bitirinalı. По окончанию назначили в Сангарское шахтоуправление. 10 лет отработал там. Ederiz Çöseli sonuna kalan Gonca Hüvlet'in Sangar Şahta vagonunun çoğu Тогда вагоны с углем тягали на лошадях, а мы организовывали перевозку электровозами. Я тогда работал механиком добычного участка шахты. şahta da başına bir şahtarı diyeyim. Mekaniğinden illevitin. Дочь Тихоновых Марианна – преподаватель английского языка в школе номер 3 села Намцы. Она прекрасный наставник молодых педагогов. Многие ее ученики связали свою профессиональную жизнь с изучением иностранных языков. Наша трудовая династия насчитывает более 300 лет. До педагогического стажа одна из больших династий не только в Улусе, но и в республике. Как трудовая династия России занесена в книгу трудовых династий, почетную книгу. Каждый год мы организуем в Битюнской средней школе имени Талланы Бюре поощрение стипендии имени Талланы Бюре и вручаем премии, стипендии лучшим учащимся, лучшим педагогам. Эта традиция из года в год продолжается уже. И думаю, что дальше будет развиваться наша династия, наши дети, и дальше внуки будут тоже работать в школе, думаю. По стопам дедушки и бабушки пошли другие внуки тоже, но сейчас в школе возвращаются традиции, которые были раньше. Этнопедагогика возвращается, обучение трудовому воспитанию. И я думаю, что раньше советская школа имеет очень хорошие традиции. Эти традиции тоже актуальны в наше время, думаю. И то, что сейчас дети учатся трудом, это тоже важно. Каждый ребенок должен уметь себя обслуживать, свою семью, приносить пользу трудом. Все внучки Сивцевых были очень близки с бабушкой. Для каждой из них Марфа Николаевна находила нужные слова поддержки и участия. Внучки, девочки, мы рассказывали свои секреты, с ней общались как с подружкой, переписывались. Если учились где-то или куда-то уезжали, обязательно бабушке писали письмо, слали ей открытки. Она тоже писала в ответ. Это самое дорогое, что есть сейчас у меня в памяти, это бабушкины слова, письма, которые она оставила. Младший сын Сивцевых Степан отдал педагогике больше 20 лет, а в зрелом возрасте стал известным публицистом. Начинал этот путь как редактор в журнале «Баянай» и готовил к эфиру телепередачи Александра Борисова «Охота и рыбалка». Его семья также внесла свою лепту в продолжение педагогической династии. Степан Ефремович – младший сын Марфы Николаевны и Ефрема Степановича. Мы с ним познакомились в Намсах. Я после института города Ленинграда по направлению приехала работать в селе Намсы. Я пришла на танцы. Его брат Илья учился в литературном институте. Оказывается, у него была свадьба.
И здесь приехали мои друзья московские, студенты Вселитературного института и наши друзья из Харьковского юридического. И вот они все пришли на свадьбу в гости, и как раз они пришли на танцы. Мы с ним встретились, смотрю, там парень стоит. У него волосы волнистые, тогда мода была до плеч, да. Жаккардовый шикарный лилового, сейчас модного сливового цвета жаккардовый костюм на нем, и жакет прямо на руки, шелковый, у него шикарная рубашка. Ой, такой прямой, красивый, за 180 сантиметров, скажем, высокого роста. Как мама, папа, он очень стройный и до сих пор очень стройный, да. И вот такой парень стоит, сразу посмотрела, приметила и сразу влюбилась, наверное. Но наша любовь уже продолжается скоро 50 лет, нас 3 детей. И вот когда я пришла к ним, встретила мама, поужинали, встретили меня. А потом уже, когда я родила дочку Иришу, мы как раз выписались сразу в Битюнцы. Тогда модно было. Вот сына брата назвали, нашли имя. И редкое, в общем, тогдашнее время Айлган. Он сегодня Айлган. Мы искали, нашли Айгылана имя для дочери. А потом как раз Ефрем Степанович подошел и говорит: Тоня, у меня была сестренка родная, звали Иришка, Рюске, да, поэтому я очень хочу, чтобы вы дали имя Ирина своей дочери. Поэтому она стала Ирина Степановна Сивцева, сейчас она Андреева. Вот так началась наша совместная жизнь, она продолжается до сих пор. Мы друг друга так и полюбили, до сих пор друг друга без друга не можем. Когда мы собирались всей семьей, да, по праздникам приезжали обязательно, каникулы когда-то школьные, и в доме, где вот в Битюнцах, обязательно собиралась вся семья с внуками, со всеми. Не надо было искать для себя какое-то место, где я сегодня ночую. Все пополам, да, матрасы. В каждой семье были свои уголочки. Это наш уголок младших Сивцевых, это средних Сивцевых, это, наверное, старших Сивцевых. Вот так как-то было распределено. Дело в том, что нас было много. У 7 детей, свои дети, это внуки. Если приезжали на каникулы к бабушке и дедушке, дом гудел, очень много детей, всех надо накормить. И бабушка умудрялась всех накормить, доставала свои припасы. У нее была специальная коробочка для конфет жестяная. Готовила гостинцы к приезду своих внуков и угощала нас. Каждое лето в летней кухне она готовила оладьи на такой огромной сковороде чугунной. На всю семью очень много было. Каждое лето приезжали внуки. Она была в хороших отношениях со своими соседями, все были подругами, угощали соседи. Каждое утро сорот, керчах приносили. Бабушка Софья, соседка, очень хорошая подруга. Бабушка наша и готовить нас научила, конечно же. Многому научились мы у бабушки. Такого большого хозяйства не было, но каждое лето были куры. Кур кормила, и мы тоже кормили кур, помогали ей. Все, что по дому нужно делать, мы научились от бабушки, от дедушки, от родителей. Бабушка, конечно же, ранняя пташка. Раньше всех вставала. Если это зимние каникулы, то нужно же топить печь. В то время не было газа. И тоже, мы тоже помогали складывать поленья, дрова. Бабушка все могла по дому сама делать. Она не ждала, пока кто-то ей поможет, но мы старались все тоже ей помогать. Никогда не покупали в магазине, постоянно сама шила мне, поэтому я была всегда в нарядных платьях, да. Наша бабушка Марфа Николаевна была многодетной матерью. В то время ничего не было в магазинах, невозможно купить было то, что нужно, чтобы одеть маленьких детей. Тем более детей было 7, и она сама всех обшивала. Каждому ребенку обязательно шила зимний комбинезон. Внутри был меховой, и поэтому дети все были обеспечены теплой одеждой.
Ну, вот все, что необходимое, то, что могла сделать своими руками, она все делала сама. Шила кянчи, это такие вот носки теплые, вязала носки, но и своими руками украшала. Украшала унты, беле вышивала на унтах. Все своими руками, доставала бисер, откуда в то время было трудно достать бисер. И приходилось договариваться, где-то заказывать, кого-то просить. Но у нее было все, что нужно, чтобы делать красоту. Она любила это делать. Каждый ребенок обязательно носил что-то вязаное руками своей бабушки, руками своей мамы. Вот она всех так любила, остатки меха не выбрасывала. Она шила меховые пояса на поясницу всем мужчинам в доме. Каждому она шила такие меховые пояса, чтобы на охоте или на рыбалке мужчины чувствовали тепло. Кроме того, она еще любила следить за модой. Все вещи она сама себе шила. У нее была старинная швейная машинка, и она шила дочерям наряды, внучкам наряды она любила шить. Сначала бабушка нас учила вязать. Первые изделия это были носки, вязаные носки. И вот она нас прямо по петлям, сколько петель нужно набирать, все досконально учила. Меня, например, лично, я у нее научилась вязать, вышивать бисером. И дочери тоже у Марфы Николаевны, они все рукодельницы. Мама моя своих дочерей, нас тоже научила шить, и мы у нее тоже научились. У меня сыновья тоже умеют держать иголку в руках. Для себя что-то могут сделать. Вот, например, вот эта тюбетейка, это изделие Айталы Ефремовны. Она каждым мужчинам, она шила вот такие тюбетейки. Айталы Ефремовна, конечно же, очень многому научилась от своей мамы, от нашей бабушки. А вот этот вот коврик, это руками Марфы Николаевны выполнен. Вот. У Тита Ефремовича она вот находится. Сивцевы собственным примером приучали детей, а потом и внуков к труду. В семье все девочки учились шить с детства, а мужчины, как и папа, умеют охотиться, рыбачить, выполнять всю мужскую работу по дому. Мы постоянно собирались вечерами дома. Они сначала с отцом играли в шахматы, да? А потом они где-то с 5... Я просто играла фигурками и так научилась играть в шахматы с 5 лет. И не раз побеждала. И еще вечерами мы играли в лото все вместе, читали книги, очень много читали. Сначала мама читала нам, а потом уже как бы мы все, да. От книг точно нас невозможно было оторвать. Мама все время очень баловала меня. Когда пилили дрова, сестры с Эльвирой, я никогда не пилил. Прятался в стогу сена и фонариком читал книгу. Там тепло же. Он тогда маленький. 6 лет от меня он. Младше. 5 лет, когда было мне, я научился через них читать и писать. Папа научил. 52 года учительствовал. Однажды я говорю: дедушка, писал бы, ты сидел бы. Говорит, я учитель. В первую очередь я учитель. Он якутский язык преподавал, а потом я уже писатель. Так обычно говорят, когда, видимо, он же был поэтом, да, поэт-романтик. Поэтому, видимо, когда вдохновение было, писал. Его произведения тоже как бы нас всегда окрыляли. Семейные традиции Сивцевых остаются неизменными уже десятки лет. Какие-то домашние правила установили еще родители, что-то свое привнесли их дети. 1 раз в год все Сивцевы навещают родное село мамы Улус-Исы в Горном Улусе, где помогли восстановить церковь. Папа Намский, мама. Раньше Улус-Иги же относилась к Намскому Улусу, сейчас он Горный Улус, да? И она оттуда. Мы ездили туда, у нас даже брат Степан Ефремович помогал восстановлению церкви там. Купили на собранные деньги колокола, поставили, восстановили. Ездили очень много раз. У нас есть также еще одна традиция – это проводить исыхи наши. Семейные.
семейные исыхи. Вот в этом году очень хороший исых прошел, очень-очень хороший, очень много было детей. Исых был посвящен именно Дню семьи детей, да? И как бы познакомить даже некоторые дети, ну, не знакомы между собой. У нас очень много племянников, внуков, да? И вот, чтобы познакомить их, чтобы сблизить их, мы нынче провели вот такой исых семейный. Все для детей, да. И еще мы показали в нашей деревне концерт, состоящий из внуков, ну, талантливых внуков, да. Очень хороший концерт, он очень понравился нашим односельчанам. Юбилей 115 лет нашему дедушке, папе было, да, поэтому однозначно всегда мы собираемся, всегда ставим какие-то призы, спецпризы, проводятся вот такие интересные исыхи. И везде и всюду зятья, невестки, они всегда впереди. У нас очень есть шикарные хозяйки, вообще очень интересные люди, поэтому все-таки я говорю, когда семья, мама, папа, они настраивают своих невесток и своих, наверное, детей на большую семью. Традиции, ценности обязательно, поэтому это все придерживается. В этом наверняка вот эта наша мама Марфа Николаевна, она была очень такая, я бы сказала, как-то не дворянские, вот такие вот, она держалась очень красиво, хорошо, подружки приходили, и она всегда как-то вот так и по-русски говорила, потому что она всю жизнь общалась очень такими интересными людьми, да, писатели всегда приезжали, Семен Данилов, Сафрон Данилов. Вот в этой семье гостей всегда было много, но, видимо, вот такая она интересная, интеллигентная семья. Семен Данилов говорит обычно, вот очень хочу в Намсы, к чаю Марфы, потихоньку собрался бы я в Намсы, вот мои такие интересные душевные края. Вот так ведь он обычно так излагал своей поэзии. У бабушки еще есть письмо своим детям. Это как завет оставила она это письмо детям, чтобы не покидали свой отчий дом, ну, смотрели за своим отчим домом, чтобы не теряли родственные связи, поддерживали друг друга. Вот это письмо есть, и мы следуем заветам нашей бабушки. Заботимся друг о друге, не теряем связь, поддерживаем друг друга. Все это благодаря нашим истокам, дедушке, бабушке. У нас большая семья, это очень нас поддерживает, это большая радость для нас, что у нас есть такая семья. Мы очень счастливы, что родились в такой большой семье, дружной.